Продолжаем разговор о нашем здравоохранении. Его мы будем обсуждать вместе с Абухова Вячеславом, главным врачом второй Сухумской городской больницы, и Гамги Астамуром, главным врачом Галской центральной районной больницы. Приветствую вас в нашей студии. Вместе с нами разбираться в проблемах будут Анна Гуня и Инесса Лакоя. Хочу об Инессе сказать два слова, потому что, скорее всего, наши зрители ее не знают. Она ведет медицинский блог в интернете, очень активно занимается такой медицинской проблематикой. Да, и как блогер она, в общем-то, успешна в интернете, поэтому мы решили подключить ее к нашему разговору сегодня. В любом вопросе, насколько я понимаю, определенность имеет большое значение. Именно определенность. Она тем более важна в отношениях между врачом и пациентом, в отношениях медучреждения и пациента. Мне интересно, вот вы, главные врачи, согласны со мной, что в отношениях пациента и врача должна быть определенность? Не та определенность, которая сегодня, наверное, есть, а другая, более цивилизованной форме. Ну, конечно же, определенность, она должна присутствовать, чтобы с первого момента контакта пациента и врача все было разъяснено и пациенту, ну, у нас в Абхазии и родственникам, потому что они идут шлейфом. Вот. Иначе без этой определенности потом в процессе лечебной деятельности начинаешь сталкиваться с определенными трудностями, с определенными вопросами со стороны и пациента, и родственников. А где и как регулируется вот эта определенность? Она начинает прям регулироваться с момента приема пациента. Ну, конечно же, это сейчас обсуждается. Это где-то прописано? В ВУЗе это все закладывается. Это все закладывается в студенческие, как говорится, года. И потом со временем, уже становясь врачом, все это, как говорится, более и более аккумулируется, работает врач над этим моментом и усовершенствует. Может быть, определенность, о которой я говорю, мы говорим, она должна быть законодательно закреплена и заложена в законе. Как вы думаете, Вячеслав Фиратович? Совершенно я согласен, что определенность должна быть, да. Тем более в медицине всегда очень много нерешенных проблем материального характера, возможностных характера. И поэтому вы правильно говорите, да, определенность должна. Но все это регулируется известными законами, да, действующими. Положение городской больницы, скажем, или республиканской больницы, вот права, обязанности. Да. В вашей больнице, Вячеслав Фиратович, как эта определенность регулируется? Вы, как главврач, должны быть ответственны за отношение докторов к пациентам или пациента к доктору. Как порядок работы, да, вывешен на видном месте в городской больнице. Да. Распорядок дня, порядок работы больницы висит, утвержденный руководителем учреждения и председатель профсоюзного комитета. Вот если возникают конфликты между пациентом и врачом, как вы решаете эти конфликты и как главврач, на чьей вы стороне будете? Конфликты между пациентом и доктором, да, медицинским персоналом было всегда испокон веков. Да, испокон веков. Но мы стараемся, естественно, нивелировать эти, да, конфликты. Но я не помню, знаете, вот за последнее время, что каких-то серьезных конфликтов. Вот вы задавали мне вопрос, есть ли в больнице книга жалоб? Да, конечно, есть книга жалоб и предложения. Там так написано, книга жалоб и предложения. Стараемся. Меня смущает то, что вы сказали, что за последнее время нет конфликта. Но в это поверить сложно. У нас маленькое общество, мы все друг друга знаем, есть родственники. Кто-то уж точно попадает в больницу из родственников, и мы прекрасно понимаем, что там они сталкиваются с проблемами. Оттуда и появляются не очень хорошие разговоры. Неужели до вас не доходят такого рода разговоры, ситуации, когда Анна, пациент недоволен? проблемы каждый день.
Да, ежедневно. Но они бывают большие проблемы и мелкие проблемы. Вот из больших проблем, как говорится, я не помню, чтобы, да, то есть это имеется в виду, что какой-то существенный вред здоровью принесло, последствия. Вы это имеете в виду? А бытовые проблемы, они ежедневно присутствуют. Не Того бытовые. нет, того не хватает. Может, я что-то не забегаю хватает. вперед, Ира, да? Но Поэтому что-то вот я Какие скажу. проблемы вы имеете в виду? Их Просто много вот проблем, какие да. проблемы? Есть Например, глобальные проблемы, есть бытовые мелкие, да, ну, проблемы. мелкие проблемы в здравоохранении или в больнице это палате редкость, того потому не что речь хватает, идет о этого не здоровье и хватает. жизни Это везде людей. так, Вот, да. например, скажем, вот меня что очень волнует, например, если у пациента серьезный диагноз, он проходит лечение в больнице, в Так. стационаре. После курса лечения, через несколько дней, пациенту становится лучше. И поэтому пациент хочет уйти пораньше домой. Но он-то не закончил курс лечения, за ним же надо еще следить. Есть же такие заболевания, которые долго надо лечить, особенно кардиологические, неврологические, да, сосудистые. И пациент добровольно выписывается из больницы, врач его отпускает. И дальше все, пациент живет своей жизнью, врач уже занимается другими больными и не отслеживает состояние больного. И через какое-то время либо становится плохо этому пациенту, либо он может еще и скончаться. Такие случаи очень часто бывают. Имеет ли право доктор выписать пациента по его желанию без официального документа, удостоверяющего отказ от лечения? Любое заболевание имеет среднее статистическое количество, сколько он должен находиться. Скажем, инфаркт миокарда или, скажем, острое нарушение мозгового кровообращения. Он прошел определенный стационарный этап лечения, он выписывается, но я не согласен с вами то, что он остается вне поля зрения. Он передается по поликлинической части. Да, обязательно он становится. Где это поликлиническая по часть? месту Люди, жительства. человек уехал в район, уехал все. В районе, я отвечу, вы задали вопрос? И в районе, и в городе поликлиническая часть должна поставить его на учет и наблюдать. Вот Вячеслав Филатович правильно подметил, что у любой нозологической единицы есть определенный алгоритм тактики ведения и четко прописанное количество дней, которые он должен провести в стационаре. Да. И вот бывают, конечно, моменты, когда пациенты непослушные, тогда мы беседуем с родственниками, объясняем, но иногда беседы не приносят никакого результата. И если, вот самый такой тонкий момент, если врач отпускает такого пациента без росписи, без отказа, то, конечно же, потом вся вина будет ложиться на врача, потому что он себя с юридической точки зрения не застраховал. И если будет дальнейшее какое-то разбирательство, он за это будет нести ответственность. Я вообще не хотела начать обсуждение вот с таких очень конкретных, но очень важных вопросов. Хотела с каких-то более общих стратегических вопросов, но начали, значит, давайте продолжим в таком ключе. Вот в каком Анна задала вот этот вопрос. Вот вы видите мои вопросы, мои тексты, у меня все здесь. А вот на телефоне это то, что я получила от зрителей. После нашей первой передачи зрители начали писать. И вот они мне, значит, пишут. Во второй городской больнице, куда мы все ходим, есть замечательные врачи. В каждом отделении можно найти очень хороших врачей. Абсолютно ничего против докторов вот так вот по персонале не имеем. Но в отношениях между пациентом и доктором что-то все-таки не хватает. Может быть, все это связано еще с тем, что и модель нашего здравоохранения заново или по-новому, она не выстроена. Мы продолжаем думать, что мы живем по советской модели. Человек пишет мне, что вот почему в нашей кардиологии бывает нередко, что выписывают пациента, который нуждается в дальнейшей операции и так далее. Мы понимаем, что у нас нет кардиохирургии, никого мы не оперируем и так далее. И они говорят родственникам: привезите пациента, значит, через 2 недели. А потом говорят: привезите его через месяц. Пока его жизни ничего не угрожает, но дальше вам все-таки надо выехать за пределы страны. И вот эти пока 2 недели, месяц человек умирает. Вот абсолютно недавно там умерла, кстати говоря, моя подруга умерла там. Вот
Тут, наверное, все же человеческий фактор. Вот почему это происходит? Вы понимаете, вот мы, например, для того, чтобы организовать вот свою работу, каждое утро мы проводим планерку и обсуждаем, что у нас получилось, чего у нас не получилось, что нам надо делать. Это происходит каждый день. Вот такие случаи, вот скажем, человека выписали, сказали, приезжайте через 2 недели. Через 2 недели его привозят полумертвым, и здесь же в вашей больнице умирает. Вы разбираете такие случаи? Это же был ваш пациент, который недавно от вас выписался. Что у вас происходит? Как такие вопросы обсуждаются и дальше, чтобы не было таких случаев? Как вы работаете со своим коллективом, с персоналом медицинским? Категорически не согласен с тем, что вы все сказали. Пациент выписывается, никто ему не говорит, иди домой через 2 недели. Пациент выписывается, он, еще раз я вам говорю, под наблюдением амбулаторного поликлинического врача. Вы, наверное, не знаете, что в каждой поликлинике есть кардиолог, невролог, и он должен находиться там под наблюдением. И что мы говорим, что выписывается Скажите, через 2 в недели. Очимчирском районе, в городе Очимчира есть поликлиника, куда люди могут ездить? Подождите, вы по вторую больницу Да. сказали. И в Очимчирах есть кардиолог. И должен быть, если нет кардиолога... Поликлиника есть? Поликлиника в Поликлиника Очимчирах? есть? Где? В Очимчирах. В Очимчирах? Да. Ну, я думаю, что должна быть поликлиника. Вы Конечно. не знаете, что есть. А у вас же с района очень много людей Подождите, бывает в больнице. я в городе, насколько я знаю, в любом районе есть поликлиника в том числе. А если нет кардиолога, эту функцию исполняет терапевт, понимаете? И он должен координировать эти вещи. Еще одну претензию зрителя. Опять же, я говорю, это пришло мне на телефон. А У почему WhatsApp не у меня. нам не говорят это, а вам говорят? А я не знаю, А почему вот вам потому говорят. что Значит, чего ж к нам не есть обратились? проблема. Чего же к главврачу не обратятся или заведующим отделением? Значит, как нужно не коммуницируйте Да, с ну людьми, что чтобы вы, они да, говорили да. о своих Ну, проблемах. Вот какая претензия еще, смотрите. Да. Удивляет практика 5-секундных разговоров с семьей больного, когда никто ничего обстоятельно не объясняет. Очень высокомерное отношение. И там нужно буквально требовать от врачей, чтобы тебе объяснили подробно, что происходит с твоим родственником, пациентом. Но я понимаю, что где-то перебарщивать может тот же человек, который мне пишет, но вы считаете, что такой проблемы у вас нет? Я считаю, что я с такими жалобами не знаком. Вы поняли, да? Я с такими. Ко мне никто не обращался. Если они обратились бы, я обязательно принял бы меры. Это для меня сейчас новость. Вот вы говорите, там это все прочее. У вас на сайте Да. книга отзывов и предложений. Так, И почему же то, не что пишут, ни да? один человек ни хорошее, ни плохое не пишет, ни о чем вам не говорит. Я думаю, ни что это- хорошее, ни плохое. А я сейчас отвечу вам на Хотя есть хорошие врачи, о которых говорят хорошо. У нас есть хороший сайт, между прочим, единственный, по-моему, Сухумская городская А в чем хорошесть? В там чем? всестороннее освещение, понимаете? Всей деятельности, история. Там нет мнения Я пациента, забыл. Вячеслав Сейчас я вам Фератович. скажу. Это первое, что мне бросилось Послушайте, в глаза. я отвечу. Это активность, это меры активности пациента. Они могут не пользоваться или не знают. Чего же не пишут? Кто запрещает им, да? Или что, вы хотите, что я могу вам массу привести писем, которые в средствах Знаете, на чистоту, газетах почему не написаны? пишут Чего ж не пациенты? пишут Вот на я этом вот сайте? думаю, почему они не подходят и не обсуждают, не жалуются. Это инертность Обычно, просто, знаете, что можно говорят рассчитать пациенты? какими, а? Если мы сейчас пожалуемся, Да. дачазнык хайер, Арахи за нас что? рахтаршвует. Арахи за что? Ну, бысрхот. Обращаются, и мы всегда... А были такие случаи, что с жалобами к вам обращались? На Конечно, хамское всегда отношение? обращаюсь, всегда встаю, Да? не по телефону, подходим к койке больного, выясняем и исправляем имеющиеся... Например, какого характера жалобы бывают у ваших пациентов, которые там на Разные, стационаре? вы знаете, Ну, разные. например. Нет кондиционера, нет Нет, горячей мы говорим воды, о медицинской не хватает помощи. что-то такое. Все всякое бывает, понимаете? Как дальше лечить больного? Спасибо докторам, много благодарности, извините, о которых вы не говорите. Я с собой не Нет, взял. но я опять же говорю, Да. если говорю, что есть очень хорошие Что вы доктора, весь значит, негатив какой-то благодарности. показываете? Нет, мне если какие-то говорить о там жалобы, благодарности, да. Что вы? я очень уважаю ваших докторов, такие как Нана Аргун, Анри Хайтан. Это Кардиологическое образцовые отделение самое доктора. Но мы же образцовое, не между о прочим, них да. сейчас говорим. Вот у меня был случай. Да. Я расскажу сейчас вам Вы об сейчас этом в эфире, в что, вашей пригласили городской. меня на телевидение Нет, вы говорите, и что говорите о жалоб нет. каких-то единичных случаях? Нет. Это не солидно. Почему понимаете? не единичным? Ну Пусть
даже это не единичный случай, я Да. просто уверена, мы, конечно, статистику не ведем, но я хочу, чтобы вы же говорите, что вам об этом не рассказывают. Вот я вам сейчас расскажу про тот случай, с которым я столкнулась. У меня родственник лежал в городской больнице, Да. он был после ковида, он уже в возрасте, у него были хронические заболевания, ему делали актемру. Я прибежала, это близкий мне человек, и хотела встретиться с доктором. Дальше я говорю, а можно мне посмотреть, какие назначения вы сделали? На что я столкнулась с очень Конечно, не недовольством. покажет вам. Ну Совершенно почему? верно. Я сказала, вы знаете, какие у него хронические заболевания, Да. а вдруг вы даете ему препарат, который ему не подходит. Она говорит, вы что, доктор? Слушайте, говорю, не Всё обязательно правильно, в наше ответила время вам. быть доктором, чтобы разбираться, что там, я не знаю, немесил лечит, там, не знаю, грипп или там найзат от головной боли. То есть какие-то вещи мы же знаем. Пациент имеет право на информацию. На получение информации. Да, на получение. Что было такого, что она мне говорит, какие она делала манипуляции или там анализы, или какое назначение, и что они ему кололи. Почему? Даже если это не так, может мне доктор вежливо ответить, почему? Вы что, мне не доверяете? Тогда идите и найдите врача, кому вы доверяете. Это что было? А чего же вы ко мне не подошли? Это сразу? хамство. Я сама смогла за слишком себя много хамства, постоять. чтобы Не-не. каждый раз Я к вам смогла себя обращаться. защитить, как Мне, пациент. например, это удивительно слушать. И У нас такие очень случаи вежливые бывают, врачи, к да. сожалению. А чего же Это вы ко мне плохо, не что они подошли? вам не говорят. Да. Это плохо. Если бы вам говорили пациенты, вы, наверное, реагировали бы и решали. Но не говорят, значит, где-то не доверяют. Вызывает удивление. Вот я, например, если со мной так, сразу подошел бы к главврачу и сказал бы, товарищ главврач, что там у вас, что-то не то там, что такое, да. Чего же не подошли? Ну, да? я не подошла, потому А что я сейчас говорю, я на сама себя телестудии защитила. вот Но пригласили к вам меня, то, вы что что, не разводите, подходит, и да? другие тоже, это ненормально, Вячеслав Фератович. И Что? то, что вот к вам пациенту не подходят и не рассказывают, с какими проблемами сталкиваются, а они сталкиваются, Значит, я их уверена, нет вы таких знаете. проблем. Значит, нет этой необходимости. Вы верите, что нет проблем Значит, они между решаются на пациентом и уровне лечащего доктором? врача и заведующего отделением. Нет. Всегда ведется диалог с одним из представителей родственников. Это первая линия, мать-отец, вторая линия, там муж-жена, третий ребенок и так далее, ну, брат-сестра. Вот. С одним из представителей, потому что у нас в Абхазии принято, чтобы весь род собирался, и каждый подходит, и каждому надо объяснить. И поэтому, если изначально врач выбрал четкую позицию и ведет диалог с одним пациентом, вернее, с родственником одного из пациента, то врач тем самым себя разгружает. Но происходят такие нюансы. Это мы изо дня в день встречаемся с этим. Вот произошла беседа с родственником. Все, он уже услышал все интересующиеся ответы на свои вопросы. Уходит. Проходит минут 30-40, появляется другой родственник. Я не спорю с таким моментом, что бывают хамовитые врачи. Да, этот момент исключать и отбрасывать нельзя. Но это минус того врача, кто позицирует себя с данной стороны. Если ты изначально войдешь в положение пациента и должным образом ему все объяснишь и родственнику, хотя бы одному, то таких конфликтных ситуаций, как правило, не возникает. Если мы пригласили главных врачей двух важных медицинских учреждений, мы должны постараться где-то вот так комплексно увидеть каждое учреждение, которое вы возглавляете. Я понимаю, что на самом деле вот сегодня мы говорим не для того, чтобы просто вот хочется критиковать, не надо кого-то обязательно сильно долбануть. Нету такой задачи. Дело в том, что мы просто начали понимать, что дальше так двигаться нельзя. Мы, когда критикуем больницу, критикуем каких-то врачей и так далее, нам от этого легче не становится. Абсолютно никакого удовольствия мы не испытываем. И все прекрасно понимаем, что в какой-то момент мы все становимся пациентами. И куда мы ходим? Мы ходим в эти же больничные учреждения. И когда ты туда приходишь, и на тебя, скорее всего, начнут смотреть криво, косо и так далее, это, кстати, стресс для любого пациента. Но мы, если не мы, то кто будет это говорить? Поэтому и говорим. Вот давайте
Без врачей мы не можем, они спасают нас, они должны сохранять наше здоровье и спасать наши жизни и так далее. Поэтому общество, мы тоже должны уважать и труд врачей и так далее. Просто когда этот труд не так организован и проявляет какие-то издержки или пороки, мы должны с этим бороться. Успешность деятельности, насколько я понимаю, любого медицинского учреждения, больницы, во многом зависит от руководителя. Вот отсюда мой вопрос. Вячеслав Фератович, вы более 40 лет работаете в должности главного врача второй Сухумской городской больницы. Эта больница имеет большие традиции, большую историю, мы это понимаем. И хочется спросить таким образом. Вот в качестве руководителя, работающего столько лет, у вас должна быть стратегия, куда должна идти ваша больница, ваша организация. У нас имеется четкая стратегия и тактика. Она давно уже определена, как нам двигаться. И все эти планы наши, они отражены в ежегодных докладах. У нас ежегодно проводится конференция по итогам года. Вы поняли, да? И эти, значит, итоги этой конференции ежегодной мы посылаем в вышестоящие организации. И там все сказано, что надо делать, это, как продвигаться. Ну, скажем, мы эти конференции не знаем, мы на них не бываем, и зрители наши тоже не бывают, поэтому куда нам в чем двигаться? стратегия? Вот Это все... Какая у вас стратегия? Вот как вы видите завтра, послезавтра больницу, которой вы руководите? Для того, чтобы улучшить наше здравоохранение, в общем, да, особого секрета я вам не открою. Надо сделать две вещи. Это улучшить материальное состояние больницы. Вот вы на прошлой передаче с министром говорили, что вот городская больница, там развалины. А кто виноват в этом? Да? Ну, городскую я не у нас говорила, давно, но вы сами себя услышали. Да, давно уже определено, что, какая больница должна быть. Пожалуйста, вот наш проект, это около 15 лет она висит на каждом, как говорится, в каждом коридоре. Какая должна быть? Вот вам и стратегия, да. Что Теперь, это? Что мы видим? это проект больницы, какая она должна быть, не развалины. Теперь, какая тактика? Правильно? У стратегии есть тактика. За эти годы мы провели такие образовательные мероприятия. Основательно подготовились. Да, естественно. Мы же знаем вашего брата, да. За это вы хороший вопрос задали. Это выгодный для меня вопрос. Если 10-ю часть сделала другая больница, я съем свой галстук. А где об этом можно узнать? У вас на сайте последняя конференция Да научная. что вы говорите? 2014 Сейчас, год. подожди, вы спросили? Вячеслав Значит, все Фератович, материалы почему конференции... именно галстук вы съедите? Как вы кому это подражаете? Кого? Съем галстук, кому Я вы себе не знаю, подражаете? я никому не подражаю. Да. Если как 10-ю очевидно. часть сделала другая, при всем уважении к другим коллегам, я вам говорю публично перед всеми, да, вот стратегия, вот то, что вы спросили, а вот тактика. За эти годы мы провели, я считаю, на нашем уровне солидные конференции, которые направлены на изучение различных проблем. Самая последняя конференция, если вы видели, это посвященная итогам ковида. Вот мы все эти материалы во все библиотеки отправляем. Библиотека центральная имени Папаскири. Но вы же от ковида людей не лечили. Что за опыт у вас в борьбе с пандемией? Сейчас. Вторая больница же не лечила. Это второй вопрос. По глазным проблемам конференция, по легочным проблемам, по сердцу, по диабету. Значит, мы впервые, единственное, мы сделали солидную очень конференцию «Неотложное состояние в медицине». Не только в хирургии, во все. Это провели хорошую конференцию. Это все я Академия понимаю, но наук это СССР. займет сейчас много эфира. Да-да. Мы не изучаем историю больницы. Нет, Нам скажи- нужно больницу увидеть сегодня и завтра. А вот сегодняшнее лицо. Хорошо, вы показываете вот этот Вот, проект. да. Ну, покажем зрителям здание красивое, архитектурное и так далее. Что там? Туда что вы вложили? Вы какую эту больницу видите? Что это за проект? Вначале надо сделать, а потом уже вложить уже туда. Не, ну а что вы сами туда мысленно вкладываете? Как Какие сделать? Как отделения? сделать? Я Это щас вам Вы же скажу. Кремль не строите, вы что Послушайте, хотите построить? Послушайте, вначале надо здание, коробка нужна. Да. Потом ее оснастить аппаратно-инструментальным содержимым. Потом подготовить кадры. Это все нам известно, понимаете? И всё Скажите, этому наши силы. вот в этом проекте сколько отделений заложено? Все те отделения, которые сегодня у нас функционируют, это терапия,
это хирургия, это кардиология, это неврология, урология. Вот все 5 отделений здесь заложены. И все отделения работают в режиме как плановой, так и экстренной помощи. Скажите, вот ваша больница сегодня, хотя пока вы еще не ответили на вопрос стратегии, не вижу. Как пока они? не, Вот не стратегия, понимаю, да. не понимаю. Нет, Да. я не вижу. Хорошее здание, там, которое да. спроектировано, это еще не значит, что это стратегия. Потому что вы эту больницу... Куда стремимся? Вот мы стремимся к этому, чтобы Да, и вы сделать... хотите, скажите, вот сейчас вот в ваших отделениях, в той же терапии, сколько человек лечится на стационаре? Сколько обратились? Сколько обратились? Ну, а сколько обратились? нуждались? Ну, сколько в Да. больнице Сегодня сейчас у вас? 13 человек. 13 Да. человек. Ну, Скажем, мало, да, маловато. Да. Ага. Теперь вы говорили... у вас урология работает сейчас? Урология сейчас закрыта, потому что один специалист остался, Астамур Гуни остался в инфекционной больнице, доктор Калайджан уволился. Так что уролога нету. Да. Хорошо, вот скажите, если есть урология рядом в республиканской больнице, вы хотите еще в своей Мы больнице ничего не хотим. делать урологию? Это разберется Минздрав. Это не телевидение должно. Такие профессиональные вопросы. Не, ну насколько это рационально? Понимаете, это не, извините, это не дело не телевидения. Это профессиональные вопросы, которые рассматривает Министерство здравоохранения. Хорошо, Они все- на этот проект, он просчитан, финансы какие требуются на то, чтобы восстановить, я имею в виду, что вот этот проект? Это восстановить больницу. Вот что означает? Восстановить больницу, если это стратегия. Сколько денег нужно на то, чтобы восстановить вторую городскую больницу? От 1 до 1,5 миллиардов рублей. Не восстановить, а реконструировать заново, убрать все старые здания 19 века и сделать современную больницу. Вы не Целесообразно. считаете, что это дублирование республиканской больницы? И что у нас богатое здравоохранение или богатая страна, чтобы позволить себе содержать 2 большие больницы, а знаете, не в чем дело? дробить Это не возможности? У нас гораздо больше. Гораздо больше я сейчас получается. вам, Анна, отвечу я вопрос. Давайте. Понимаете, город Сухум это не просто город, это столичный город. И в нем находится республиканская больница, и функции республиканской больницы совершенно другие, чем у городской. Функция республиканской больницы – это координирование всех лечебных учреждений республики, помощь им, организационная, кадровая и все прочее, понимаете? А городская больница занимается городскими делами. И вот когда вы сказали, вы не лечили ковид, я глубоко с вами не согласен. А кто в инфекционной больнице работал? Не, ваши доктора кто работал? работали... Это все Ну, наши да. 90% с лишним. Мы их всех Это знаем хорошо. персонал. А в вашей это больнице же персонал, этого который не было. учились у нас. Это наши, как говорится, Ну, младшие имеется в виду товарищи. на базе вашего здания же не было, у вас же больница. Он ответил Знаете правильно, что, конечно. из-за того, Это что наши люди, практически да. пандемия началась с вашей больницы, помните? И почему мы Ответит вам на говорим, этот что вопрос. развалилась? Началась, и после Да. этого люди боялись идти в больницу, Сейчас я заболеть боялись люди, потому что вторая больница, как она раньше могла функционировать, она не могла уже. И не могла идти Можно к вам. ответить на Ну, вопрос? хорошо. Значит, пандемия началась не со второй больницы, а с Китая, с Уханя. Не, ну Что Китай мы касается, оставим, эту подождите, историю что мы касается знаем. второй больницы, то, что в нас камни бросали, это совершенно несправедливо. 2 больных, которые поступили с Российской Федерации, уже зараженные, которые прошли границы с температурой, которые там не зафиксировали, попали с инфарктом миокарда в нашу Но вы же больницу. знали, что на границе этим не занимаются. Как? Измерение температуры и все, а как не А занимаются? когда вы их принимали, вы не измерили температуру? Измерили, но А у них что? был инфаркт. Но извините. анализы не И мы сдавали пока- на ковид? Как? Это ж пандемия, вы анализ Конечно, на ковид сдали не анализы. сдавали. И как только выявились анализы положительные, мы перевели их. Естественно, за это время они заразили персонал. В такой скученности, такой старой больнице. Конечно, Значит, заразили. не были Вы знаете, что предприняты меры. туалеты в кардиологическом отделении общие с больными, да. Естественно, пройдет заражение, контакт. Да. Хорошо, давайте Так что- к конкретике тоже подойдем. По поводу стратегии вы высказались так, как посчитали нужным. Да. Вот достаточно молодой, и доктор молодой, и как главврач. Вы работаете сколько времени там? Вот, Главврачом Гальской больницы работаю 2 года. 2 года. Вот Да, скажите, в вот на Абхазии- этот вопрос, вот о стратегии, вот вы сейчас смотрите свою больницу в комплексе, вы видите, чего не хватает и так далее, но вы же не собираетесь все
все отделения реанимировать и создавать в этой больнице. Вы, наверное, там видение какое-то имеете. Да, Какое конечно, оно? конечно. Что вы хотите с этой больницей делать? Вообще удел Центральной районной больницы – это оказание первой помощи населению. И уже в зависимости от кадров, то есть от оснащения больницы кадрами, оборудованием, инструментарием, уже дополнительные нагрузки на себя берет Центральная районная больница. Конечно же, если говорить о масштабах, масштабы районной больницы, они, как говорится, не такие размашистые, но видение такое, что в перспективе мы уже плотно контактируем с Министерством здравоохранения, с администрацией Гальского района, чтобы снабдить Центральную районную больницу компьютерным томографом. Сейчас идут работы по приобретению нового аппарата УЗИ, более функционального. Недавно Министерство здравоохранения выделило нам новый рентгенаппарат. Вот. Совсем недавно, буквально недели 2 назад, взял к себе на работу сосудистого хирурга, кардиохирурга, который 18 лет проработал в Бакулевском институте. То есть потихоньку идет наращивание кадров. Если вы взяли на работу такого серьезного и нужного специалиста, да, для нас уникального, да, специалиста, Да. значит, это первый шаг. Но, наверное, вы уже просчитали, каким будет Конечно, второй шаг. конечно. Что он будет делать без, скажем, оборудования? Что вы собираетесь там Работа в делать? этом направлении уже проводится. Министерство здравоохранения уже получило все нужные документации в этом отношении по оснащению хирургического блока именно специфическим инструментарием для сосудистой хирургии. На первых этапах у нас именно операции на венах, так как доминирующее большинство населения имеют патологии венозной системы, тем более женщины. Вот. Вторым этапом у нас уже поэтапно планируется перейти на артерии, то есть покупать уже специальные импланты, которые будут вставляться, шунтирование там небольшие. Это с сердцем? Нет, это нижние и верхние конечности. да, Да. всё, Потому что понятно, до сердца да. здесь еще надо работать. И кроме специалиста здесь еще колоссальные аппаратуры нужны, дорогостоящие. Но эти операции, реанимационные. понятно, что не специалисты, Нет. как-то с тромбами связаны, могут Да, людей... конечно. Ну конечно. Вот это важно. Да, то есть мы будем охватывать уровни конечностей, потому что более глубже это не удел Центральной районной больницы, это уже, как говорится, более специализированные клиники этим Скажите, занимаются. пожалуйста, а вы ведете статистику по заболеваниям? Вот какие самые распространенные? Да, конечно. То есть Как это у вас в бумажной форме или у нас специальной программы компьютерной? статистика по каждой специальности. Каждый врач ведет статистику. В конце года это все обобщается. И по определенным нозологиям мы уже сдаем отчеты в Министерство здравоохранения. Но почему именно сосудистая хирургия более актуальна? Потому что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по смертности по всему миру. А онкологические Вот. заболевания? Онкологические, они после нарушения мозгового кровообращения конкурируют второе-третье место. Как раз-таки с этими болезнями не надо бороться, наверное, прежде всего в плане профилактики. Конечно. Мы в тот раз тоже с министром об этом говорили. Профилактика очень важна. На самом деле, вот во второй больнице кардиология с большими традициями. Там хорошие доктора, но дело в том, что, вот смотрите, они на что опираются? Понятно, что на анализы, кардиограмму, УЗИ сердца, да, Вячеслав Фератович, вот чем они работают? говорите, я Да, а вот дальше у них нет возможностей для коронарографии. Да, коронарография. Правильно, коронарографии, значит, нет возможности. И, в принципе, наверное, и специалисты тоже отдельные, кто может вот эту процедуру, как она называется, или диагностическую методику использовать в кардиологии. Таких специалистов, наверное, у вас нет. И если даже специалисты были бы, наверное, из-за отсутствия оборудования, аппарата, вы не можете это делать. Как-то вообще ставилась задача. Я, например,
Так понимаю. Конечно, я не лучший руководитель на этом свете, может быть, даже худший, но я думаю, что вот если я вижу, что люди больше всего умирают именно от этого, в этом направлении я не буду делать проект здания вот этой больницы где-то почти в 2 миллиарда рублей. Я буду о том, чтобы думать о том, что мне нужно оборудование, которое будет спасать жизни людей на этом этапе, и буду искать это оборудование, деньги на него, и буду искать специалистов, которые могут это сделать, да, малоинвазивное исследование, или как оно называется, прочее. Я об этом бы думала. Все-таки, Вячеслав Филатович, вы вот этот вопрос вообще ставили, наверное, ваши кардиологи вам об этом тоже говорили. Им ведь тоже нужно спасать этих людей и понимают, что до конца спасти людей с ишемической болезнью сердца, там еще с другими заболеваниями они не могут. Они лечат сколько могут, ну а дальше... Ваш вопрос поставил меня, знаете, просто в удивление, понимаете? Почему? Да? Ну, какой-то примитивный вопрос вы задали. Ага, почему? Вот, В чем ну, как вы примитивизм? думаете, вот я руководитель учреждения, где кардиологический центр, и я не ставил этот вопрос, что ли? Я не только ставил этот вопрос, я ездил в Москву, договаривался со специалистами, которые приедут, обучат и сделают это. И ставили вы этот вопрос? Ой, ну, конечно, ставили. Вот вам, пожалуйста, конференция. Хорошо. Значит, дальше, подождите результат минутку. перед 2012 тем года конференция, здесь черным по белому написано, что кардиологическое отделение в первую очередь нуждается в коронарографии, стентирование. И этих больных до сих пор мы посылаем куда попало, понимаете, на восток, кто на запад, кому-то. Конечно, ставили вопрос. Я Не понимаю, что вопрос. трудно, но я Подождите не верю в то, что минутку. в Сочи это могут сделать, а в курортном городке, что вы а в говорите? Абхазии не может А почему же не сделать. делают, да? Не делают, потому что, значит, не так Кубинское ставите эти здравоохранение вопросы, как надо, да, положено, знать да? надо? Кубинское Слушайте, за 40 лет вы не могли добиться этого, понимая, что люди умирают от Послушайте, этого. вы что, главный врач должен это закупать эти, да? Что вы говорите, глупости? Главный врач должен лоббировать. Это не глупости, Вообще, вы а говорите лоббировать глупости. вопросы должен. Извините, понимаете, в чем дело? Эти вопросы мы ставили на самом высоком уровне. Как делать это, понимаете, что приобрести. Потом одно дело аппаратуру приобрести, а еще надо и персонал это, понимаете, да. И помещение нужно, да. Чем закончился мой примитивный вопрос? Скажите, Да. пожалуйста, чего вы добились? Вы Пустотой, обращались? отказом, отсутствием эффекта. Вот чем закончилось. Во все инстанции, бумаги, если я принесу Но в эти таком бумаги... случае вы считаете себя успешным руководителем? Понимаете, Я если сделал то, что столько все людей, возможно. если у нас умирает Вы от поняли? этих заболеваний. Если показать вам бумаги, куда я обращался, в этой студии не хватит места обклеить до стены. Скажите, вы интересовались, сколько стоит аппарат, который называется ангиограф? Ой, Сколько конечно, стоит? да. Давайте, Послушайте, сколько? Я сейчас вам Сколько скажу. он стоит? Вот Ирина сегодня, Ждановна, скажем, вы ангиограф сколько просто стоит? удивляете меня своими вопросами. Я член Всероссийского общества хирургов, да. И очень хорошо знаком с московской высшей медицинской элитой. Естественно, я знаю, сколько стоит, какие фирмы. Чтобы это проводилось, чтобы людей быстренько вот за считанные часы спасали, скажите, стоимость, сколько это стоит? От Вот это 15 до 20 миллионов. Не так уж и дорого, понимаете? Но Насколько почему я вы не знаю. можете вот это за 40 лет пробить? Я Я? не понимаю. Что ли? Да. Как пробить? Где? Где пробить? Что назвать какие... А можно узнать, какой ваша больница финансируется из бюджета города, из бюджета Я столицы, хотел бы да? сказать, что город очень помогает больнице, лично мэр, да, все, что возможно. А можете назвать, цифры. какой у вас бюджет годовой Конечно, на могу. содержание вашей Бюджет больницы? больницы, сейчас я вам скажу. Но то, что вы сейчас... Я сейчас вам отвечу на этот вопрос, и цифры скажу, да, и бюджет. Значит, приобрести такую дорогостоящую аппаратуру обычно один город не справляется. Это должно быть еще из центра, понимаете, из государственных средств, республиканских. Да. Бюджет города, отвечаю на вопрос, 48 миллионов рублей. Из них, я могу вам цифры даже привести. 48 миллионов в год? В год, да. Из них основная часть – это статья 1 – заработная плата. Второе – медикаменты там, и так далее. Это хозяйственные, там бензин, машины, ремонт понемножку, да. Но основное – это… На какую сумму медикаменты вы приобретаете? Я вам сейчас скажу. Там… Ну, приблизительно, не надо искать документы. Приблизительно сколько? Я сейчас… Да, я вам точно скажу цифру. Есть цифры.
А эти медикаменты, которые бесплатно выдаются пациентам? Да, конечно, инвалидам войны дается. И экстренная медицинская помощь, она всегда оказывается бесплатной. Да. Вот по поводу экстренной помощи, у меня пока Вячеслав Фератович ищет статистику, вот я не понимаю, бывают случаи, когда человеку нужна экстренная медицинская помощь, его привозят в городскую больницу, ну, в расстоянии, Всё наверное, вокруг ближе, городской и тут в больницы. городской больнице могут сказать, сегодня мы не дежурим. А по какому направлению, да? У вас был такой график работы? Может, он и сейчас Он существует? раньше что был. Послушайте, в любой не московской дежурит, везите в больнице, республиканскую. в любой московской больнице скажут, знаете, сегодня по травме дежурит не 57-я больница, а Склифосовского, скажем, или Институт Вишневского. Это в порядке вещей. Была практика, когда через день дежурили две больницы, республиканская и городская. Но потом уже на протяжении уже где-то 8-9 лет, даже около 10, по экстренной именно травматологической службе полностью на себя взяла функцию республиканская больница. Кардиология и неврология ежедневно дежурит во второй горбольнице. И все остальные нозологии также Ну вот работают. хирургическое отделение в районной в городской больнице дежурит Так что по это в четным порядке вещей. числам. Знаете, сказать, Если что, пациент, сегодня которому дежурит нужно одна хирургическое больница, вмешательство, он попадает в нечетное число. Что ему То делать? Ехать в республиканская республиканскую? больница обязательно берет на себе эти функции. А если считанные минуты? Чего? Ну, как времени нету правило, пациента. при хирургических патологиях экстренного плана всегда скорая помощь же является координаторами движения пациентов, они всегда везут в республиканскую больницу. Не, Вот. ну, Астор Владимирович, скажем, ДТП. Да. Люди со своими силами, возможностями без скорой помощи привозят во вторую больницу, Да. им говорят, езжайте в республиканскую, мы не Но можем. там не просто Либо, так наоборот, говорится. приехали в республиканскую, Ну, сейчас, говорят, да, сюда. какой Можно я- вопрос можно я, примитивный? так сказать, Какой примитивный Фератович, вопрос? Это вы Отвечу скажите на- нашим Да. телезрителям, Явное которые непонимание сталкиваются медицины. с Я этой очень проблемой. боюсь. Значит, вся Вопросы. республика знает, что травма находится в республиканской больнице. Они должны сразу туда везти, так и делается. Но по каким-то причинам, если завезут в любую больницу, то... Слушайте, первое- я прекрасно помню, Дайте- когда было убийство вот здесь на набережной, ребят повезли в эту вторую больницу. Да, Как да, что вы подождите, говорите? дайте ответить мне. Люди везут в вашу больницу, потому что она рядом находится. Конечно, да. Смотрите, вот. Если привезли с травмой, значит, больница обязана, любая больница, даже если роддом по трассе находится, оказать первую помощь, шинирование, обезболивание и так далее. Понимаете, и отправить в профильную больницу, да. А эти эксперименты положить в одну больницу, на второй день в другую, это не практикуется, такие вещи не Да, делаются. и с Москвой не делается, следует это сравниваться. В элементарные Москве азы сколько медицины. больниц, а у нас сколько больниц. Азы И у нас вообще медицины. маленький городок, скажем так, Азы. маленький город. Так, ваш вопрос, уважаемая Анна, что вы хотели? Значит, смотрите, бюджет больницы 48 миллионов 458 рублей. На Какую медикаменты сколько уходит, вы Медикаменты, спрашиваете? пожалуйста, сейчас я вам скажу. Все здесь написано, да. Медикаменты. Мы, кстати говоря, в больнице нет бухгалтерии своей, чтобы вы знали. Мы не имеем бухгалтерии. Ну там другая бухгалтерия, об Мы с этом деньгами, попозже подождите. Да. Мы с деньгами вообще дела не имеем, и мы тоже можем ответить Ну, вам. давайте по Вот, другой короче бухгалтерии говоря, тоже чтобы поговорим. вы знали, что мы вообще не занимаемся закупом, это все централизовано у нас, понимаете, да. Вот И- помимо этого, кстати, Министерство здравоохранения вам помогает? Вот, В меру возможно, особенно в ковидное время, очень даже помогало. Все, эти разные материалы, конечно, помогают. Ну вот да. у меня информация, что как раз-таки они для вас закупили. Заработная плата, да, из этих 76 миллионов, да. Так, подождите, республика... Вы говорили Абхазия, 48 40 миллионов. всего. бюджета. Сейчас мне это РСФСР, здесь у меня другая, да. Так, 29 миллионов, да, из них, да, 29. И так далее. Здесь все статьи, начисления, Ну, вот это здесь щас. оплата услуг. Вячеслав услуги Фератович, связи, скажите, пожалуйста, а вот эти коммунальные. медикаменты кому конкретно положены бесплатно? Бесплатно? Да. Всем. Всем? Конечно. То есть, если я Кто просто находится в приду- больнице, у всем положено, да, медикаменты. Ну почему-то бесплатно не всем выдают. А, что? Ну бесплатно не всем выдают. Я таких... Вы просто удивитесь. А что, продаются, что ли, да?
Не знаю. Что-то удивительные Скажи, вещи подожди. вы говорите. Нет, мы идем просто в Просто аптеку. удивительные В вещи аптеку говорите. идем и Что, в закупаем. больнице дают за деньги лекарства, что ли? Нет, мы Другое идем дело, в что-то не аптеку. достает. Не Ну, достает. почти никогда это нет другое. Это в лекарств. порядке вещей, это везде. И мы в московских больницах находились, и нам тоже говорили, знаете, вот что-то не хватает, добавьте. Не там, что-то, а подкрепите. все. Скажите, вот такой препарат, наверное, он важный, да? Вот я не специалист. Все Я же еще препараты и важны. примитивные вопросы задаю. Здесь могу ошибиться. Фибронолитический препарат, Актилизи называется, в общем, 50 МГ доза. На сколько миллионов вам закупило Министерство здравоохранения, значит, для вашей кардиологии? Она стоит в пределах, сейчас, если не, чтобы не ошибиться, около 35 тысяч одна доза, понимаете? 35 Да, тысяч. и на сколько миллионов А вам на сколько закупили? закупили, я сейчас не могу. А почему вы это не знаете? А Ну, зачем это я же должен жизненно знать, важные насколько- вопросы. что вы? должны все Да знать. что все вы эти говорите, цифры. кто? Не я закупаю, Конечно. слушайте, спросите и то, кто закупает. Ну, они закупают для вас, чтобы вы могли функционировать, всё работать. поступило. Мы можем Естественно. вопрос Ну, по-другому я поставить. вам Сколько выдали подскажу, вам? я вам подскажу. 2 миллиона 380 Значит, все они пошли, как говорится, адресно. 376 рублей. Всё пошло вот пусть адресно, знают, да. Актилизи называется Да, да, препарат, да, если да, да. кому-то придется вдруг покупать. Не, Актилиза это другой препарат немножечко, да. Мне интересно мнение двух главных врачей. Вы за платную или бесплатную медицину? Начну с того, что бесплатная медицина – это относительное понятие. Вот, потому что ее надо, как говорится, по полочкам разделить. И есть услуги, которые высокотехнологичные, которые имеет право пациент выбрать. Вот. То есть, когда говорят о платной медицине, экстренная медицина к ней вообще никак не относится. Начнем с этого, чтобы люди понимали, зрители понимали, что любая экстренная патология, она всегда была и будет бесплатной. Когда речь идет о платной медицине, это всегда возникает вопрос о высоких А бывают технологиях. случаи, когда после экстренной помощи тебе дают список и говорят, идите купите для больницы, мы израсходовали вот на вас вот эти препараты. Да. Такие тоже моменты, Конкретно, да. такие Какие моменты, больницы? к сожалению, Где? имели Конкретно. место быть в недавнем прошлом. Но сейчас они все больше и больше минимизируются из-за того, что в медицину начали все больше вкладывать. То есть у нас как работа строилась? Вы же понимаете, что медперсонал не может за свои средства покупать расходные материалы Конечно, и понимаю. использовать его для лечения пациентов. Минздрав выделял определенное количество, но в экстренной медицине бывает то густо, то пусто. То есть и когда слишком объемное количество поступлений, эти расходники быстро израсходовались. И пока происходит следующая выдача, нам эти моменты перекрывать надо было. И что мы делали? Мы даже иногда за счет средств врачей и медперсонала младшего мы деньги скидывали, покупали, чтобы хотя бы одному человеку смогли помочь, а потом уже пациент компенсировал, и то, что он компенсировал, мы тратили для другого пациента. И так далее. Очень слабо знаю вашу больницу, я не сталкивалась абсолютно с ней, но мы всегда собираем информацию. Для нас важно все. Я бываю в районе, часто бываю в Ачамчирском районе, прежде всего, у своих родственников и так далее, и я общаюсь очень много. И вот часто люди говорят, но поедем в Гальскую больницу. Я говорю, почему в Гале, почему не в Сухуми? Потому что, извините, я не знаю, кто у вас там невропатолог. Да, есть. Значит, на врача идут, получается, там хороший врач, раз. Что они еще говорят? Там меньше расходов у нас будет. Там меньше расходов. подойти Значит, потихонечку вы начинаете конкурировать Нет, здесь, со столичными больницами. Нет, здесь слово конкуренция, она неуместна, потому что я в первую очередь исхожу из... Нам такая конкуренция нравится пациентам, из чтобы вы знали. потребностей Мы пойдем туда, пациентов. где качественно и где платят мало. Да, но здесь же моя больница ориентирована на население Гальского района. И прекрасно знаю, какие возможности у населения в плане финансирования и так далее.
И максимально пытаюсь удержать цены, чтобы они не возрастали. Огромный вклад в этом направлении, помимо Министерства здравоохранения, еще администрация района оказывает. То есть администрация района за счет своих резервных фондов помогает больнице, чтобы вот эти цены удерживались. Плюсом неправительственные организации помогают. Тоже хотелось бы отметить их роль в данной регуляции, потому что вот эти вот расходные Вот материалы и так закон далее. о здравоохранении у нас говорит, что медицина бесплатная. Когда вы сказали, что вообще, в общем-то, не бывает бесплатной медицины. Кто-то Да. все равно платит, а кто-то, если она бесплатная, это государство. Да. Понятно, да? В этих условиях, когда государство не может обеспечить вам всем, и высокой заработной платой обеспечить врачей не может, и, понятно, медицинскими препаратами и так далее, и так далее. Вот получается, что все равно все медучреждения сегодня работают вне формата, вне закона. Есть платные услуги, вот есть бесплатные тоже, наверное. Я не знаю, что у вас бесплатно, но вот интересно, когда вы вводите платные услуги, у вас там висит какой-то прейскурант, человек заранее знает, сколько ему заплатить за кардиограмму нужно, сколько надо ему заплатить за УЗИ и так далее. Или просто на паркучуа человек думает, что хасфяра акоиха. Как у вас вот лично происходит Да, в вашей больнице? у нас такие моменты регулируются таким образом, что нет прейскурантов априори из-за того, что Кабинет министров издал указ о том, что медицина бесплатна. Мы не можем составлять прейскуранты цен. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что бесплатно только экстренная помощь. А что еще бесплатно? Вот если я запишусь на прием к вашему врачу, то есть, я ничего не должна? Здесь момент такой, что есть несколько видов одной и той же операции. Вот, например, удаление желчного пузыря. Есть открытый метод, есть эндоскопический метод. Во всех странах эндоскопический метод, он платный. То есть, хочешь лучше, как говорится, то надо за это чуть заплатить. Если хозрасчетный отдел откроется и платные услуги введутся, человек будет приходить Это то, что вот будет возможно в будущем. А то, что Да. мы сейчас обсуждаем, то, что есть сейчас по факту. Вячеслав Фератович, мне кажется, вы всю свою библиотеку нам сегодня принесли на передачу. Ну, включайтесь, пожалуйста, в наш разговор. Да, включайтесь в разговор вот по поводу Богатая библиотека. неофициальных платежей в больницах. Сейчас говорил Астамур Владимирович. Вот у меня вопрос вот к вашей больнице. Да-да. Вы говорите, что вы полностью финансируетесь из бюджета. Какие-то другие доходы в виде неофициальных платежей в вашей больнице существуют? Ну, Ильич Степанович, на ваш вопрос хотел бы, вы ведущая, вы спросили ваше отношение, платное или бесплатное. Да. Знаете, как я ответил бы, не то, что это платное, бесплатного никогда ничего не бывает. Вы знаете, что это сыр в мышеловке. Мы, когда говорим про советское здравоохранение, что оно было бесплатное, это совершенно неправильно. Оно же тоже было из бюджета, все это из национального, все это доходы. Для всё. пациента она Да. была бесплатной. Совершенно Для верно, пациента, для Но речь идет о государства пациенте. нагрузка была Поэтому, если вы меня колоссальная. спросите, я ахченый сёзар, я не то, что за платную и бесплатную, за доступную. Медицина должна быть доступная и квалифицированная. Вот с этого надо начинать. Вот и все. Арифметика Министерства здравоохранения проста. Чем больше денег она дает, тем больше бесплатной Значит, я медицинской более того вам помощи. скажу, кратко скажу историю этого вопроса. Вопрос о платной медицине возник это не от врачей, понимаете, возник, да. Это еще в эпоху, когда начиналась перестройка, Горбачев, и тогда, когда либерализация всех слоев как и общества находилась, тогда, да, делалась в Советском Союзе, тогда сказали, мы вводим платные услуги, это еще в советское время было. Государство не справляется дать зарплату, так же, как и сегодня. Почему наше государство не запрещает платные услуги? Потому что не в состоянии дать такую зарплату, которая вообще, достойную зарплату. Поэтому она идет на это. Вячеслав Фератович, она не запрещает, но хочется официально. Я хочу знать, когда я иду, сколько я должна заплатить. Значит, вот слушайте, я отвечу. Разница в том, что в некоторых учреждениях это систематизировано, а в некоторых нет.
Вот, допустим, я про свое учреждение могу сказать, что все у нас прозрачно, и все ясно. И платят Прозрачно? налоги. Ну, давайте. Налоги Да, платят, давайте. кабинет УЗИ, который вы говорили в прошлой передаче, и лаборатория гемотест у нас работает, и московская. Они все платят за аренду, налоги платят, все как положено. Иначе налоговая инспекция в порошок бы стерла бы нас. У вас есть официальный прайс лабораторных исследований, приемов специалистов? Что? Вы Висят цены, да, в кабинете УЗИ, да, все официально, Корнеева, да. Аппаратура закуплена. Не кабинета это не УЗИ, больничная прием. аппаратура, она закуплена, лизинг. А Не, почему? но речь идет о приеме у врача. Консультация правда же? врача, Вот, да. Консультация врача сколько стоит? Какая консультация? Ну, вот ты Консультация пришел. врача бесплатная, больничного. А вот те платные услуги, которые, она стоит, в приемном отделении, во всех отделениях висит такая бумага. Все консультации врачей бесплатные, обращение, услуги пациентов бесплатные. Звоните по такому-то телефону. Не обязательно в сайт заходить, еще и телефон, и кабинет главврача рядом. Так что, если Я что-то никогда не ясно- ходила к кардиологу в вашей больнице бесплатно. Да, а Скажу вам. зачем вы ходите к кардиологу? Вы идите в поликлинику по месту жительства. По месту Там жительства, в А он не поликлинику? обязан вас А если я консультировать. живу в селе Джирхва или Дурыц, куда я должна вот пойти? Сейчас мы вернемся к этому. Вот стационар не обязан заниматься амбулаторной помощью. Стационар занимается лечением больных, которые госпитализированы. Ну, доктор же не говорит, не идите ко мне, идите в поликлинику. Доктор принимает Да, же пациента, об этом идет речь. Знаете, почему принимают? Потому что скандалят. И вот во избежание он смотрит его. Извините, смотрит, наверное, что-то там платит благодарить. Скажите, Потому что это не какие- входит в его служебные обязанности. Я тоже называю это благодарностью, я даю за... Я всегда так говорю, как будто оправдываюсь. У вас маленькие зарплаты. Но чаще А вы всего, пойдите в поликлинику, чаще все дела, всего говорят, не надо. Ну, меня знают. Но я все равно оставляю. Говорю, у вас маленькие зарплаты, я же добровольно оставляю, сколько могу. Вы же не потребовали. Но есть случаи, когда потребовали. Вот у моих близких в городской больнице были на приеме у врача, и так получилось, что у человека, у парня, он привел свою маму, у него было 300 рублей в кармане. И он оставил 300 рублей, положил в карман врачу. Они дошли до машины, уже садятся в машину, медсестра догоняет. Она говорит, эти что за 300 рублей вы оставили? А сколько? 500 надо. Она говорит, ну у меня, говорит, нет. Слава богу, соседка была с ними, она доплатила эти 200 Ну, рублей. это уже Сейчас, некомпетентно. Ирина, превращать нашу встречу, здесь более глобальные Хорошо, вопросы давайте есть. вот, Понимаете, вы он говорили- сказал, ты сказал, ну не Хорошо, солидно. Вячеслав Шарапович, Я дала, хорошо, ты дала, хорошо. я отблагодарил. Любого больничного учреждения основа основ – это правильные анализы, качественные Да. анализы. У меня вопрос, какие анализы проводятся в вашей больнице и доверяете ли вы их результатам? Вы меня спрашиваете? Да. У нас прекрасная лаборатория. Вся лаборатория инфекционной больницы – это наши сотрудники. Они обученные, они, как говорится, ну, достаточно подготовлены. Хорошо. И еще как доверяю, и сам делаю анализы. Более того, у нас дополнительно есть московская медицинская лаборатория «Гемотест». Это лаборатория европейского уровня. Потому что Там не дешевые анализы, не все могут себе еще раз позволить я вам в скажу, гемотесте. значит, все цены определяют, они такие же цены, как и в Москве. Несмотря на то, что там огромные затраты на перевозку. Вы знаете, что делает эта лаборатория? Она не занимается анализами. Лабораторные анализы – это очень дорогостоящая вещь. Вот, допустим, вот эта лаборатория «Гемотест», я читал их данные, знакомился, они в год тратят от 40 до 50 миллионов рублей на обновление аппаратуры, не на закупку, Хорошо, а на вот Я обновление. задам быстренько И один поэтому- вопрос, который говорят, вы имеете отношение к гемотесту? Говорят, что вы один из владельцев этой Ну, франшизы. мало чего говорят. Ну вы вот не верьте. сейчас зрители услышат, тот, кто просил, чтобы я Да-да, вы не озвучила верьте этот вопрос, этому. ответьте, пожалуйста, Да. имя Да, не да, буду да, озвучивать. вы не верьте Имеете этому, или да. не имеете? Не имею отношения. но Хорошо. я- Они арендуют у вас помещение? Да, они платят за это Платят. деньги. конечно. Хорошо. Какую сумму хотите спросить? Ну, можно по аренде, а можно в целом. Значит, Не-не. вы сдаете... Ту сумму, которую определили, значит... Хорошо, там есть аптека, там есть УЗИ. Где аптека? На территории больницы, Внутри. слава богу, нет аптеки. А что, вы убрали аптеку? Вот там На была у вас аптека. 100 лет назад, как только сказали, что это, на территории больницы
нет аптеки. Знаете почему? С какого года нет аптеки? Ну, уже лет 10 нету. Знаете почему может нет? быть, я там знаете, покупала. нет? Ирина, знаете, зачем нет аптеки? Почему? Чтобы не пачкали нас. Хорошо, молодцы. Значит, Ага, ну вот так. смотрите, была Вот аптека, вот. не знаю, вы говорите, что ее нет. На Хорошо. территории больницы Хорошо. нет, единственная больница, где нет... Анализы все платные. Какие? у Все вас- анализы, у вас в лаборатории. которые для Муниципальные. больных, которые находятся в стационаре, я за это отвечаю и говорю ответственно, для больных, которые находятся в стационаре, они все бесплатные. Да. Но есть, говорят, негласная установка, чтобы амбулаторные, стационарные больные сдавали анализы в гемотест. Они в именно. гемотест. Что? Какая Чтобы именно в гемотест, чтобы это они по сдавали желанию, анализы. Это по желанию. Да. Это по желанию, да, но все-таки, значит, дыма без огня не бывает. Хорошо, вот скажите, на анализах что-то вы зарабатываете, с другой стороны, я понимаю, что реактивы надо покупать и так далее, там и есть свои нюансы тоже. Что-то сдаете в аренду, не знаю, там кафе, что там у вас еще есть. Никакой кафе не сдаем в аренду. Да. Да, вот скажите, Кафе не сдаем мне в вообще аренду. интересно, вот касса вот эта, которая есть, вы собираете от анализов, еще от чего-то и так далее. Вот сумма накопления, что вы накапливаете за год? Вот что-нибудь Какую накапливаете? сумму? Даже я не имею к этому отношения. Значит, смотрите. А как не имеете, вот когда слушайте приходишь, меня. бумажку держат, сидят Да. и записывают, как Что не за- имеете? Послушайте, значит, на территории больницы аптеки нет. Вот вы уже ошиблись, не подготовились, понимаете, предъявляете. Она была, просто 100 год, лет может назад, быть, как год-два, только может, при ГОВе, года два, может быть, нет. да, лет 10, как только ГОВ, пришел министром и издал приказ, ну, может, он это целесообразно, что при больницах убрать аптеку, мы убрали. В других Но она больницах у вас осталось. была, и много лет Гол был была. против Очень- коррупции. Ну не потому, что я против, я говорю, от здравоохранения. этого Да. тоже что-то Между больница прочим, должна во всех иметь. московских больницах, внутри, в онкоцентре, Склифосовского, везде есть Знаете аптеки, что, потому что я это удобно. не против, Да. я понимаю, что это удобно. зачем Другое говорите? дело, я спрашиваю, если вы Её кому-то нету, сдаете слушайте. помещение под аптеку, помещение под анализы, принимаете платно вот эти анализы и так далее, энная сумма накапливается, и при этом я хочу знать, это идет как надбавки к Это медперсоналу? идет не надбавка, а за оплату труда тем, кто занимается. За их труд. Хорошо. Вот они Медперсоналу Да-да. вы платите. Да, то есть никакого оттуда... буфета нет у нас, Да, аренды очень важно. даже. Вот скажите, пожалуйста, больница сама имеет возможность, если она использует платные услуги, хотя бы иногда лампочки менять в палатах? Конечно. Да. А вот когда в терапии в коридоре я стояла, чтобы проведать да. больную родственницу, я замерзла, честно бывают говоря. переходы. Вот такая небольшая полоска, Да-да. стекла там не хватало, дует вот вовсю. Ой-ой-ой. Но это ведь тоже не проблема. Я почему говорю? Бывает, да, у вас бывает. есть... Нет, глобальный ремонт вы не можете. Я понимаю, это большие деньги. Покупают не можете. только лампочки, покупают халаты персонал, хотя это должно государство. Обувь. Знаете, что больница должна обеспечить и рабочая форма, и все это. Все они сами покупают. Что вы ищете самое такое негативное? Не мы Стекло ищем. там, лампочки. Да ну что, бывает перебой. Знаете что, иногда это все Да. серьезно. Бывает. А разве не серьезно пожар, который Да. произошел в урологии, и же и люди там погибли? Кто-нибудь наказан за то, что там люди сгорели? У вас же в вам отделении... ответить вам в на этот отделении же вопрос? сгорели люди. Вам ответить на этот вопрос? Да. Ответить? Да. Слушайте мою исповедь Давайте. внимательно. Камеры сюда. Значит, произошел пожар. И было разбирательство в Совете Министров и все прочее. И, естественно, главврач. 3 человека погибло. Значит, в законодательстве по гибель 2 и 3, больше это вообще наказывается. Да меня в порошок сострели бы. Слава Богу, Сергею Васильевичу. А он настоял, я попросил, слушайте, сделайте экспертизу. Я говорю, у меня душа неспокойна. Почему? Потому что, я говорю, что-то не то. Пожарники говорят, короткое замыкание там и все. Никакое короткое замыкание. Вы знаете, что это был поджог? Методом. кто доказал? Послушай. А кто доказал? сейчас скажу, Доказали? дайте Да. высказаться. Пожалуйста. Это был элементарный поджог. Петуха запустили, в России так говорят. Слышали такое выражение? Методом подливания жидкой воспламеняющей смеси. Кто это доказал? Естественно, это не на Откуда словах. такая версия, Вячеслав Фиратович? Да никакая Официально? не версия. Я попросил Сергея Васильевича, Царство его небесное, большое спасибо.
пригласили экспертную комиссию Южного федерального округа. И за это заплатили, естественно, большие. Они в течение 2 или 3 недель сидели, выяснили, и все вынесли. У меня есть заключение, если вам надо, я вам покажу, что этот пожар произошел путем поджога. Какой В ответ общем, был? версия доказана. А? Версия не доказана, не доказана. Это версия. Слушайте, версия... Это версия. Версия? Да нет, слушайте, версия доказала экспертиза. И речь идет о том, где Но суда не злоумышленники-то. было. А? Суда же не было. Суда не было. Да. Дело Не до было. суда не Потому дошло, что- получается. Вот я Хорошо. спросил. Давайте Вот пойдемте, послушайте, пойдемте дальше. Я спросил, давайте возобновим уголовное дело. Был ответ такой: уголовное дело прекращено из-за того, что не нашли виновников. Виновников должны были найти в процессе уголовного Ну, я дела. молчу. Ну, хорошо, не хочу вот, Вот и дальше всё. эту тему И развивать, вот про потому что пожар, если бы да. у погибших Хорошо, были бы что вы родственники вспомнили, да. сильные, А? там кто-то за их спиной, кто-то сильный был бы, дело до конца довели бы, кстати говоря. Недавно вышло постановление Кабинета министров. Это было 30 июня 2022 года о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений. Ваше отношение к этому постановлению, это что-то поменяет в материальном положении наших медработников? Реформа, она благоприятно скажется на сотрудниках. Кто не будет радоваться тому, что зарплата повысилась. Но хотелось бы отметить, что прям до таких целевых значений это все пока вряд ли поднимется, это к этому идет. Та сумма надбавки, которая сейчас, как говорится, поступила, она не совсем приблизится к этому целевому значению. Но через год опять будет, скорее всего, ну, судя по тому, как это все идет, ежегодно будут определенные суммы в этом направлении выделяться для того, чтобы этих пороговых цифр достичь. Вот. Но в то же время повышение заработной платы, она удержит специалистов на местах, и уже специалисты меньше будут смотреть в другие медучреждения для того, чтобы где-то что-то подзаработать. Вячеслав Фиратович, у вас неврология целое отделение, да, это, в принципе, достаточно серьезное, скажем, да, лечебное заведение, потому что больных много очень по этой части. Вот жалуются пациенты, их родственники, знаете, вот на что? Человек с инсультом попал туда, в отделение ваше, да, и чтобы сделать ему МРТ, приходится потом его на машине, на скорой помощи везти дальше. Вот насколько правильно все-таки вот медицинская служба наша вот организована, что приходится, ну, я не знаю, инсультного человека тащить туда? Естественно, перевозить больного в коматозном состоянии из одной больницы в другой конец города – это кощунство. Это не то, что да. А что делать? Тут очень простой вопрос. Надо строить, во-первых, помещение, и надо покупать МРТ, делать, ставить. Я вам скажу другое. Значит, незадолго до пандемии я вел разговор со своими израильскими коллегами, и они обещали мне помочь приобрести МРТ, КТ, ну, такое не новое, а second-hand, как говорится, подержанное, да. Ну и вопрос шел, значит, во-первых, надо было деньги достать, государство не смогло бы купить, да. Это О какой надо было сумме шла речь? Лизинг взять, а? За сколько они вам Не так уже продавали? дорого, около 15 миллионов, да, не так и же. Во-первых, лизинг я не получил. Ну, да. много бэушного. Некоторые Да. товарищи в Минздраве приобрели в свое время, мы знаем. Там в Гальском районе тоже стоит. Подождите, там. я закончу свою мысль. Это первое. Значит, если даже я приобрел бы этот аппарат, и была бы большая польза для республики, для города, как раз пандемия началась, но никто это не знал. Очень большая польза была бы. Все больные сухумские не выезжали бы, а на месте это все мы делали бы. Второй вопрос, у меня возник вопрос, где его ставить? Места нету, понимаете, да? Это надо пристройку сделать, это надо что-то такое. Такие стесненные Знаете, условия. что я очень часто использую афоризм такой. Когда Да. нет выхода, ищут вход.
Мне кажется, что вот когда вы говорите, что вы видите больницу Да. огромную, большую, со всеми отделениями А это и так реально, далее. это все реально. Слушайте, и в то же понимаете? время говорите о стесненности территории. Вот давайте будем более прагматично подходить к проблеме. Я друг друга не понимаем. Слушайте, я говорю, что стесненные условия, для этого надо больницу Вы строить. тут целый городок хотите по проекту построить, Да. говорите, что территории для МРТ нет. Странно, мы друг друга не Видимо, Здесь если еще- вы могли бы приобрести тот же КТ за 15 миллионов, я думаю, там строительство гораздо меньше стоит под оборудование, правда? же? Строительство, Было бы- обслуживание, да. Да. Но это надо- Но вот по поводу МРТ мы немножко об этом сказали. Покупали же бэушное МРТ в бытность министром здравоохранения Гова. Да. Я Да. не знаю, не в курсе. Да. дела. Получается, в городской Я больнице могу по рассказать. приказу Гова убрали это как его аптеку, чтобы не было торговли в больнице, но в то же время купили МРТ за 17 миллионов, если я не ошибаюсь. Для кого? И- Где? и 11 миллионов 700 Ну тысяч. давайте, И где Антон оно? Владимирович, Я расскажите не историю понял, хотя бы одного Да. оборудования. Так? После назначения меня на должность исполняющей обязанности главного врача Кальской ЦРБ, меня сразу же заинтересовал вопрос контейнера, который был установлен на территории. И что меня поразило, контейнер не был опечатан, хотя он должен был быть опечатан. Мой заведующий по административно-хозяйственной части предоставил мне ключи от замка, и в присутствии понятых я сначала, конечно же, написал письмо главе администрации, чтобы создал комиссию по оценке условий хранения данного аппарата. И вот в их присутствии мы произвели открытие контейнера, и внутри я обнаружил только магнитную катушку и 3 шкафа. Это операторские шкафы, которые отвечают за определенные процессы работы аппарата. Доминирующее большинство составляющих аппарата находится по сей день в республиканской больнице. И я сразу же задался вопросом, учитывая, что данный аппарат был передан больнице в 2017 году, а меня назначили в 2020 году. 3 года аппарат стоял в условиях повышенной влажности, Ну, агрессивной среды. да, агрессивной среды. То есть и сразу поразило, что внутри вся магнитная катушка и все эти 3 ящика в конденсате. Вот. И я сразу же поставил вопрос о том, насколько это все работоспособно. За счет бюджета больницы я пригласил с Воронежа инженеров, которые осмотрели аппарат и написали свое заключение, свой акт. Все эти документы предоставлены службе госбезопасности, прокуратуре, которая до сих пор занимается расследованием данного дела. Этот аппарат стоит у меня на балансе под стоимостью 11 миллионов 700 тысяч. Вот. О рентабельности данного аппарата я много раз говорил, что его, во-первых, уже не восстановить, потому что элементов для его работоспособности уже не выпускают. Это аппарат первого поколения. Это сравнимо с тем, что сейчас найти iPhone 4. Ну Да, то есть если у кого-то в загажнике не оказалось, ты его нигде не То есть найдешь. получается, что часть оборудования в республиканской, Да, и часть у вас. оборудования. По акту приема передачи подписано, что все получила ЦРБ, но по факту оказалось не так. Вот. И после того, как прокуратура пришла, посмотрела, сотрудники СГБ приехали, посмотрели, это все опечаталось. Ну, после осмотра инженеров это все опечаталось, и сейчас идет следственный процесс. Ситуация, которая вот положительно влияет на качество медицины, это когда регулярно врачи имеют возможность выезжать из страны и проходить повышение квалификации. Что вы об этом думаете? Что делает вторая больница вот в этой связи? Но что касается, значит, советской системы и российской системы, то такая система, она называется так: в 5 лет раз врач должен пройти курсы усовершенствования врачей в институтах специальных. Это московские институты, это Реванский, это Тбилисский раньше было там и все прочее. Институт усовершенствования. Самый центральный – это Центральный институт усовершенствования врачей. 5 лет раз.
без этого, значит, прохождения он не допускался к работе. А как сейчас, говорите? Сейчас очень хороший вопрос вы задали. Уже лет 5-6 назад я был свидетелем, когда я был на последних курсах. Наконец-то не примитивный. Да, но это вопрос, вот это хороший вопрос, я это одобряю. гениальный, Хорошо, что вы гениальный. задали, да. Это выигрышный вопрос. Вот здесь мы можем в полной мере себя проявить. Я помню, это 5 лет назад было в Институте усовершенствования врачей. Ректор Центрального института усовершенствования врачей Машетова, я ее хорошо знал, в личной беседе. Она сказала, знаете, Вячеслав, вот эти курсы, вот эти, они уже заканчиваются, так уже не будет. А что будет? Она говорит, будет система непрерывного медицинского образования. Да. Я тогда не совсем это понял, да, но потом это начало действовать. И сегодня мы находимся в режиме системы непрерывного медицинского образования. Мне кажется, что это единственная больница, которой мы занимаемся системой непрерывного медицинского А вы образования. хорошо знаете, что делается в других больницах. А знаете, откуда я знаю? Сейчас я вам скажу. Давайте. Мы значит, немножко похвалиться можно. Самая читающая больница, вот вся пресса, которая из России приходит, она идет через почтамт. Но я периодически спрашиваю, слушайте, медицинскую газету кто-то читает, ну кто-то выписывает, просто интересно. Нет, говорят, нет. Так, специальные журналы есть. Допустим, я хирург, я выписываю журнал «Хирургия». Кто-то выписывает, нет, это все прочее. Вот мы занимаемся постоянно чтением, все это не только чтением, а и печатаемся в этих газетах. Я вам покажу наши печатные работы, да, я могу вам показать. И вот у нас постоянно есть журнал в каждом отделении. Ну давайте, мы вам Журнал доверили, регистрации мы не сомневаемся, что вы там печатаетесь, Да. ради бога. И печатаемся, и читаем. Смотрите, вот и ведомственные журналы, и центральные, даже такой журнал, как «Медицинская сестра». Хорошо. В каком формате совершенствуются ваши врачи? Вот скажите. Ой, Вы я же говорите вам сказал, непрерывно. в В каком формате? формате. Вы выписываете журналы, Вот, газеты, они я же вам читают говорю, или я еще? вам говорю. Да. Значит, периодически, постоянно, каждое общество, допустим, общество кардиологов, они на своих сайтах вывешивают актуальные проблемы, лекции, онлайн, понимаете, да, лекции. Вот эти лекции мы обрабатываем, и раз в неделю каждый врач у нас докладывает. На каких клинических данных вы базируетесь? Только российские данные? Да нет. Я не понял, на каких что? На Клинических данных. данных, клинических Только данных. российские, есть зарубежные, какие-то Исчерпываете исследования? информацию. С чем вы работаете? Я же вам сказал, вот те лекции, которые... Ну, я говорю, пишут российских специалисты ученых. читают. Допустим, что нового в антикоагулянтной терапии, что нового в антиковидной последствий ковида. Они читают лекции, мы эти изучаем лекции и в краткой форме фиксируем в журнале и говорим, беседуем. Вся основная проблема в последнее время заключается в том, что вот это непрерывное медицинское образование, оно в Российской Федерации регулируется таким образом, что любая лекция, любая конференция оплачивается работодателем. И сотрудники в год должны посещать определенное количество лекций. Минимально это прослушивание, за которое начисляется 2 балла. Вот. Если ты участвуешь в виде напечатания твоей статьи, там 8 баллов. Если выступаешь, 15 баллов. Накопительные баллы. Да, Я накопительные извини, баллы. что- В каждой специальности свои цифры. Вот. И за 5 лет сейчас просто цифры меняют, пока еще не утверждены. То есть изначально поставили 250 баллов. Был вопрос о том, чтобы снизить до 150, потому что, чтобы набрать 250 баллов, это энное количество, огромное, ты должен был, не все же выступают, 90% медработников, они слушатели. И вот чтобы он по 2 балла набрал 250, это он в год, отрываясь от своей рабочей деятельности, очень много количества должен был посещать этих лекций. У нас в Абхазии очень немного врачей, которые именно включены в программу непрерывного медицинского образования. И тот, кто включился, за свой счет это все делает. Еще нет такой программы, чтобы государство оплачивало все эти моменты. Сейчас что происходит? Для таких основных категорий медработников
хирургия, терапия, кардиология, неврология, которые составляют доминирующее большинство. Для них создаются определенные курсы на базе республиканской больницы. Приезжают профессора, врачи с Российской Федерации, которые на местах проводят обучение. И в конце обучения выдаются сертификаты еще на 5 лет. То есть это пока так регулируется. Вот. Я по своей специальности, наверное, по нейрохирургии, нас, учитывая, что количество нейрохирургов по всей Абхазии 6 человек, вот, вызывать такую огромную бригаду на себя, ну, нерентабельно, так сказать. И мы сами ездим на обучение. Я в позапрошлом году, у меня как раз сертификат закончился, я в Питере проходил 3-месячный курс обучения и продлил себе еще на 5 лет. То есть для таких узких специалистов, которые в небольшом количестве находятся, они сами выезжают, и тут и Минздрав оплачивает. Потихонечку мы начнем, наверное, понимать какие-то вещи, которые нам надо быстрее решать, если не все сразу. И, может быть, мы начнем использовать дистанционную медицину, если Так правильно она я это называю, уже используется. Она используется, конечно. Вот это мы важно, все да. онлайн-конференции посещаем, ну, в большинстве случаев за свой счет, но я ни одну нейрохирургическую конференцию еще не пропустил. Ну вот То есть, интересно, вы знаете, вот еще, если я не ошибаюсь, еще не было интернета вот в Абхазии, когда во второй городской больнице в хирургии был очень тяжелый пациент. Ребята просто начали проводить операцию, не зная что. Там не могли даже диагностировать, а у человека были просто жуткие боли. И в процессе операции многочасовой я узнала о том, что наши врачи, вот у них свои коллеги, с кем они учились, однокурсники и так далее, они работали в разных центрах, кто в Киеве, кто где-то. Оказывается, во время операции они связывались и спрашивали, потому что ситуация, с которой они столкнулись, она была уникальной, и таким образом они спасли пациентку. Значит, конечно, если захотим, мы со своими, можно. мы со своими преподавателями, со своими коллегами с Российской Федерации, кто где учился в зависимости, мы постоянно тесную связь поддерживаем. Я всегда консультируюсь со своим профессором, когда у меня по нейрохирургической линии какая-то ситуация нестандартная возникает, которая требует дополнительных размышлений. Я всегда консультируюсь, звоню, посылаю сканы и так далее. Он, в свою очередь, создает там мини-консилиум. И вот это все очень бурно обсуждается. И в наше время это все по видеосвязи можно, как говорится, осуществить. Ну, у меня есть мечта, чтобы мы все-таки в здравоохранении однажды разобрались, и мы пришли к той модели, да, медицины или здравоохранения, которая готова потянуть страна. Чтобы мы создали условия, и нашим людям в таком количестве не приходилось обращаться за медицинской помощью в соседнюю Грузию. Для меня это конечно, очень важная конечно. мечта. И еще раз повторяю, что это еще и политическая задача для нашей страны. Это очень важная идеологическая вещь. Почему мы говорили с главными врачами? Потому что они непосредственно работают и на практике сталкиваются со множеством вопросов. И они лучше, конечно, нас должны знать, как складываются сегодня отношения между пациентом и врачом, насколько эти отношения цивилизованы, насколько они работают в правовом русле. Чтобы эта ситуация просто была как-то зафиналена, и чтобы мы выбрали более цивилизованный путь. Вот для этого и происходит у нас и обсуждение в этой передаче, в этой студии. Мешает, Аргану, да? спасибо большое. Ну Спасибо. и в связи с этим хотелось бы обратиться к народу и сказать, что начальство всегда примет население, у которых имеются вопросы. И любого характера вопросы. То есть и то мнение, которое у них складывается ошибочное, что если они на кого-то пожалуются, потом могут им там, грубо говоря, отомстить или как-то навредить. Козни какие-то, Да, это абсолютно неверная позиция и заблуждение. То есть если
вы хотите выстроить конструктивный диалог, всегда должна быть обратная связь. Хорошо, это было послесловие Астамура Владимировича Гамге. Спасибо большое, мы прощаемся с вами, до свидания. Спасибо.